Британские медики, более 20 лет изучавшие случаи клинической смерти, выяснили, что 72% людей, переживших клиническую смерть, видели ангелов, красоту природы и даже своих близких. 19% заявили, что побывали и в аду. Причем в большинстве случаев ад в своих видениях описывали выжившие самоубийцы. Вы понимаете, как бы мы на это ни смотрели, да, в любом случае сходные образы, они сходные. То есть люди все равно видят умерших родственников, все равно видят ангелов или каких-то сущностей других, которые они не видели в обычной жизни. Но рассказы и тех, и других сходились в одном. Они видели себя со стороны, ощущали полет вне собственного тела и летели на яркий свет по темному туннелю. Как объяснить эти феномены? Что на самом деле происходит во время клинической смерти? Как ни странно, ученые дают этим как бы фантазиям очень простое объяснение. Исследования неврологов показали, что мозг, лишенный кислорода, ведет себя по строго определенной схеме. Это называется феноменом кардинального высвобождения, когда кровь отливает от клеток головного мозга. В результате в сознании возникают фрагменты из прошлого, начинают появляться картинки и эмоциональные воспоминания, которые проносятся в голове чередой, быстро сменяя друг друга. Это происходит настолько быстро, что у человека возникает чувство полета. И тогда ему кажется, что он летит по тоннелю. Яркий свет впереди, который неизменно появляется в сознании всех переживших клиническую смерть, вызван высоким кровяным давлением. Все люди, которые были в клинической смерти, хотя бы несколько минут, там полминуты, там минут еще мало что происходит, но хоть несколько минут, они после этого понимают, что смерть как таковой не существует, а существует переход на другой уровень. И таких людей уже немало. Ну и вопрос. Кто-то изменил мнение об этом другой? Нет, это вот ты побывал. У тебя там галлюцинации. Особенно медики придумали, что в состоянии эпоксии, то есть кислородного голодания, умирающий мозг создает галлюцинации. И в результате вот эти галлюцинации человек и видит, когда его возвращают в клинической смерти, он это видит и помнит. Но вопрос, что такое галлюцинация? Понятие. Это когда мозг человека неадекватно воспринимает реальность. Но вопрос тогда, каким образом все люди, которые были в этом состоянии, независимо от того, в какую религию они верят или вообще не верят, когда это было сегодня, вчера, 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад, все люди, которые бывали в этом состоянии, видят одно и то же. Очень устойчивая галлюцинация, надо сказать. Поэтому, понимаете, то, что люди, к сожалению, привыкли верить специалистам. Вот врачи сказали, что это сон есть пересон, потому что есть сон, потому что сон есть пересон, все равно сон есть пересон. Все понятно? Помните это самое волшебная лампа Аладдина? Как философы беседовали о том, что такое. Как они пытались доказать, что Аладдина не было. Это сказка, но в сказке очень хороший момент есть. Вот такие словоблудия говорится, типа галлюцинации в момент кислорода. Во-первых, если человек никогда не умирал до этого, откуда он может знать, какие приятные галлюцинации в момент смерти должны быть? Ну, я могу продолжать бесконечно, просто удивляясь невежеству, в кавычках, специалистов и слепоте тех людей, которые видят бумажку, что там врач или там кандидат наук или доктор наук, и все. Это, как, знаете, магия. Все, начинать верить слепо. Ахинею несут, а верят слепо.